Президент Алан Гаглоев провел совещание с главами силовых министерств и ведомств. Силовики доложили президенту об оперативной обстановке в республике в ходе расследования уголовных дел и фактах правонарушений, выявленных на территории Южной Осетии. Генеральный прокурор Григорий Субаев рассказал, что на сегодняшний день в производстве органов прокуратуры находятся 29 уголовных дел, 19 из которых уже завершены и направлены в суд. Окончено у нас производство на сегодняшний день 19 уголовных дел и направлено в суд. В прошлом году мы на этот же период, за этот же срок, направили в суд 6 уголовных дел. Всего по правоохранительным органам в судебные органы направлено 64 уголовных дела. В аналогичный период прошлого года было их 45. Алан Гаглоев поинтересовался ходом расследования и состоянием дел вокруг вынесения приговора по делу Джабиева. По словам генпрокурора, все участники судебного процесса остались недовольны приговором. Приговором недовольны остались практически все стороны, участники уголовного разбирательства, потерпевшие, как и органы прокуратуры, так и сами осужденные. Они внесли кассационные, кто жалоб, кто представление, то есть приговор обжалован. Все стороны обжаловали? Все стороны, да. 3 стороны там осужденные, потерпевшие прокуратура. И со всех 3 сторон есть на сегодняшний день кассационные жалобы и представления. Ожидаем рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Президент также поинтересовался ходом расследования инцидента с применением силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении 2 граждан республики. Касаемо инцидента, имевшего место с сотрудниками органов внутренних дел при задержании транспортного средства без регистров государственных регистрационных знаков, на сегодняшний день доследственная проверка она идет. Она еще не завершена, но я полагаю, уже конкретные результаты можно будет озвучить. Ряд должностных лиц органов внутренних дел, они подвергнуты дисциплинарному наказанию. То есть, несмотря на завершение доследственной проверки, они подвергнуты дисциплинарному наказанию, в том числе и увольнением из органов внутренних дел. То есть, перемещением в должности. Касаемо потерпевших, их требования в основном в этом и заключалось, провести проверку, наказать виновных в недопустимых мерах воздействия. И, соответственно, на сегодняшний день мы располагаем заявлениями от потерпевших, где они просят производство по ранее поданным заявлениям прекратить, они удовлетворены принятыми на сегодняшний день мерами воздействия. Они заявления, получается, отозвали? Да. Они просили прекратить производство по их ранее поданным заявлениям ввиду удовлетворенности предпринятых со стороны руководства Министерства внутренних дел и прокуратуры в частности. Министр внутренних дел Эрислав Мамиев отметил, что 3 сотрудников уволены, 7 получили строгие выговоры. 10 сотрудников получили наказание, из них 3 были освобождены от занимания должности, другие 7 получили строгий приговор, что и это. Кроме того, Эрислав Мамиев доложил, что в настоящее время МВД ведет работу по подписанию 3-летнего соглашения с российскими коллегами о софинансировании. Алан Гаглоев подчеркнул необходимость заранее проработать данный вопрос, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с выплатой заработной платы. Надо посмотреть по времени, потому что если мы сами затянем это дело, мы не сможем выплатить заработную плату сотрудникам силового ведомства с Нового года. Поэтому просьба ускорить вот этот процесс. В принципе, Алан Таймуразович просто держит руку на пульсе. Давай на этой неделе тогда уже этот вопрос тоже проработаем. Отдельное внимание правоохранителей Алан Гаглоев обратил на проблему незаконной вырубки леса, в частности ценных пород древесины. Он поручил усилить контроль и пресекать любые неправомерные действия. Эрислав Христофорович, попрошу обратить внимание на незаконную вырубку. Особо обратить внимание на незаконную вырубку деловой древесины. Если будут выявлены такие факты, надо наказывать самым жестким образом. Главе таможенного комитета Алан Гаглоев поручил активизировать разъяснительную работу через СМИ и донести до населения республики правила оформления временного ввоза автомобилей на территорию России. Необходимо подготовить и через средства массовой информации дать информацию насчет оформления ввозов. Вот опять сейчас возникает проблема, и опять, и в Наурском районе, и в Ленигорском районе оформляются на незнакомые лица за деньги, за 70 000 рублей, за 100 000 рублей. Потом, эти люди остаются здесь. Машина потом теряется, и здесь они остаются, со своими проблемами, не могут в дальнейшем пересечь государственную границу, там у них возникают проблемы, долги, уголовные дела.
И несмотря на то, что мы несколько раз эту информацию подавали, предупреждали всех, все равно из-за денег вот идут на такие шаги. Алан Гаглуев добавил, что эта проблема носит не единичный, а массовый характер. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.